Благотворительный фонд «Память поколений» был создан чуть больше года назад. Его председателем стала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В преддверии Дня пожилых людей активисты фонда вручили подарки ветеранам Великой Отечественной. В Чувашском отделении Российского союза ветеранов уже не первый раз собирают тех, кто воевал на полях Второй мировой, и преподносят подарки. Как правило, это дорогостоящие медицинские приборы. Нил Морозов побывал и на Западном, и на Восточном фронтах. Без ранений не обошлось. Ежедневно молодеем. Да, у всех, видимо, у нас, конечно, всякие болезни, да, прибавляются. Я, например, на двух фронтах был, как говорится, на двух войнах. Польша ранила очень сильно, потом около 5 месяцев после операции в Москве операцию сделали, в Ереване лежал в госпитале около 5 месяцев, потом там комиссия военная, медицинская. Грузины, армяне там такими болезнями домой едут. А я, видимо, попал туда, да, из Чувашии. Я говорю, меня направьте в свою часть. А моя часть тогда под Берлином находилась. Таким образом, я 2 раза ранен, 1 раз контужен. И сейчас вот эти болезни, контузия, особенность головы, видимо, сказывается. Работаем мы сейчас, частно сказать, и со всеми ветеранами. Ветеранами боевых действий Республики Афганистан, участниками боевых действий на Северном Кавказе. И у нас было же много других военных конфликтов в различных точках земного шара. Все они, так сказать, реальные наши члены. Мы с ними работаем, помогаем, чем можем. Ветераны сегодня стараются быть в строю. Они не только делятся воспоминаниями со школьниками, но и по мере сил занимаются спортом. К примеру, Константин Шевнин, в 45-м штурмовавший Берлинский Рейхстаг, совсем недавно сдал нормы ГТО.